в одном царстве-государстве жил один пастух. Жил пастух, он очень любил рассказывать и очень любил хвалиться. Рассказчик был, и вот что его все слушали. Он пошел на прием, значит, там по какой-то просьбе к королю, и он начал короля смешить, рассказывать ему разные вещи, как обычно, и король рассмеялся. Рассмеялся, и у него корона упала с головы. И он увидел, что у короля, оказывается, ослиные уши. Он был удивлен, конечно, король виду не подал, быстренько корону одел, но он уже это увидел. И так ему хотелось это рассказать друзьям, удивить друзей, такую сенсацию. Оказывается, у короля... Что? Ослиные уши, да. Ну как так вот сдержаться и не рассказать? Это же сенсация, интересно. У него пропал сон, у него пропал аппетит. Он не знал, что делать. Так хочется рассказать ему. А если расскажешь, тогда стражники вычислят, найдут и на площади отрубят голову. Так ведь? Ну, 3 дня он продержался. Потом, значит, что делать? Он пошел через 3 леса, пошел через 3 поля, скопал там глубокую яму, спустился на дно этой ямы, посмотрел по сторонам, там посмотрел, спустился, посмотрел, никого нет. И там на дне этой ямы в уголочек он прошептал: «У короля ослиные уши». Быстренько поднялся, яму закопал, домой пришел, вернулся к нему аппетит, вернулся к нему сон. Все, стал он опять обычной жизнью жить. И через некоторое время, значит, на место этой ямы вырос тростник. И один пастух с соседней деревни срубил эту тростиночку и начал в нее играть. А там зазвучало: «У короля ослиные уши, у короля ослиные уши». Но это же секрет. Начали: откуда эта информация? Откуда вы взяли? А я вот взял тростинку, вот здесь так, вычислили, что там была яма, кто сюда приходил, кто рассказал этот секрет и откуда это появилось. И потом на всей общей площади, к сожалению, нашему болтуну, нашему пастуху отрубили голову. Вот такая. Выводы какие здесь вот? Вот что главное здесь? Не болтай. А? Не болтай. Если секрет, ну, хочется рассказать, но секреты рассказывать нельзя. Вот такие выводы. Я